Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире Якутия Лайф, эксперты о главном. В этой программе мы вместе с экспертами и лидерами мнений обсуждаем актуальные темы, которые волнуют жителей нашей республики. С вами Ирина Ефимова. У природы нет плохой погоды, пелось в одной известной песне. Однако с природными катаклизмами дело обстоит иначе. Их последствия – это зачастую человеческие жертвы, огромный урон экономике, инфраструктуре. После наводнений и землетрясений приходится восстанавливать целые города. Лесные пожары сокращают популяцию животных и ухудшают экологию. Но человечество веками отличало умение приспосабливаться и выживать даже в самых сложных условиях. У каждой страны есть свои особенные методики борьбы с природными катаклизмами. Узнаем, какие именно и как зарубежный опыт может помочь Якутии. Тема нашей сегодняшней программы – «Человек и стихия. Борьба с природными катаклизмами за рубежом». Засушливое лето принесло не только зной и жару в Якутию, но и лесные пожары. Спасатели, пожарные бригады и волонтеры сейчас самоотверженно борются с огненной стихией. С подобными проблемами сталкиваются в разных уголках мира. В 2019 году полыхали Австралия и Бразилия. Сегодня проблемы лесных пожаров возникли в Канаде, и уже который год летом горят леса в Калифорнии, Огайо и других американских штатах. Для южных стран с засушливым климатом лесные пожары – привычное дело. Особенно эта проблема актуальна для Средиземноморья. Сегодня мы решили узнать, как борются со стихией огня и проблемами лесных пожаров на Балканском полуострове. С нами на связи житель Греции, журналист Павел Анойко. Добрый день, Павел. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, как часто случаются пожары в Греции и как с ними борются? Летний период у нас пожары фактически ежедневно. Вот я сейчас смотрел статистику от пожарной службы пожарной охраны. У нас за прошедшие сутки было 48 лесных пожаров. Из них несколько маленьких, в основном такие вот где-то трава загорелась около леса, что-то типа этого. Но остальные довольно большие. Спасибо. Павел, все чаще эксперты говорят о засушливом лете как о главной причине пожаров. Вот что делают в Греции, чтобы предотвратить возникновение огня? Есть ли какие-то новые идеи, подходы? Вы знаете, в последнее время пошли на такую вот идею, это замена сосновых лесов дубовыми. Это как идея появилась где-то порядка 10 лет назад, после того, как постоянные начались пожары, которые проходят фактически ежедневно, вот каждый день у нас идут какой-то пожар. Получается, дубы меньше... Из них летом приблизительно половина из них больших. Вот вчера, например, у нас закончился пожар около Патры. Там сгорело около 400 гектаров леса, в том числе было эвакуировано 2 деревни. Жертв не было, но было довольно много погоревших зданий и, в общем-то, было много проблем. А получается, что дуб, он горит меньше, да, чем сосна? Горный дуб очень сложно поджечь. Он, во-первых, не содержит эфирных масел, а в основном эфирные масла, смолы как раз и являются основным источником загорания. А к тому же, в общем-то, в любом случае он горит гораздо хуже. Спасибо, Павел. Очень интересно, но, конечно, в Якутии вряд ли такой опыт пригодится, потому что дубы в нашей климатической зоне просто не растут. Вот у меня еще такой вопрос. Понятно, а есть ли человеческий фактор при возникновении лесных пожаров? То есть какие-то штрафы, санкции за поджог леса в Греции наверняка ведь тоже есть? Есть, конечно. Вот недавний пожар у нас, который возник около города Спарта, там поймали одного человека. Это, если не ошибаюсь, пасечник. Он что-то там делал на своей пасеке, окуривал пчел. В общем, как-то так развел костер, и с него начался пожар. Это был пожилой человек, видимо, он или перестал себя контролировать, или какие-то еще причины. И начался вот этот пожар. А вот такой еще вопрос. У нас в Якутии при тушении пожаров помогают добровольцы. А вот как с этим делом в Греции обстоит? Развито ли в стране волонтерство и помогают ли
жителей в тушении пожаров? Да, жители в тушении пожаров не просто помогают, а местные жители активно участвуют в этом, потому что, во-первых, они боятся, чтобы не загорелись их дома, а вторая причина — за это доплачивают. За это хорошо доплачивают, кстати. Летом обычно штаты пожарной службы расширяются от 3 до 5 раз. В частности, стандартные, профессиональные пожарные, это составляют, вот на пожар, например, последний, там приехало, это вот посмотрю, приехало 48 это вот как раз то, что я говорил, 48 автомобилей пожарных, 2 бригады, это было 180 человек, и 8 групп добровольцев. 8 групп добровольцев, это было где-то около 300 человек. Спасибо. Плюс самолеты там использовались активно в пожаротушении, вертолеты и так далее. Спасибо, Павел. А какие меры существуют, меры предосторожности в районах повышенной опасности возникновения пожаров? Вот какие механизмы оповещения действуют? По поводу механизма оповещения. В Греции существует так называемая общеевропейская служба 112, которая дает специальные сообщения на мобильные телефоны. Это звуковое предупреждение, такая вот би-би-би-би-би и так далее, в таком стиле. И выходит текстовое сообщение, что в этом районе находится что-то опасность есть. То есть, например, это расписывается там пожар, наводнение, там мало ли что-то может быть. У нас в прошлом году было то же самое сообщение, когда началась сильная опасность по поводу коронавируса и так далее. Эта служба работает, она активно используется для оповещения граждан. А мониторинг как происходит? Мониторинг проводят по-разному. Во-первых, есть специальные службы, которые занимаются этим мониторингом. В разных углах, скажем так, в разных местах, на обочинах дорог, зачастую на стоянках, стоят пожарные автомобили, служащие которых периодически осматриваются по сторонам. Плюс также есть воздушное наблюдение, это с вертолетов и самолетов. И в первую очередь это лесники, которые занимаются этим обзором. У нас местность, скажем так, не такие территории огромные, как у вас, поэтому гораздо проще. Понятно. Вот такой еще вопрос, Павел. Как вот привлечь внимание людей все-таки к таким катастрофам? Потому что многие считают, что это естественный процесс, и ничего с ним нельзя сделать. Статистика по Греции показывает, что большинство пожаров — это неестественный процесс. У нас процентов, наверное, 70-80 это поджоги. Поджоги как случайные, так и специальные. Есть люди, которые специально сжигают территорию леса для того, чтобы получить эту площадь для каких-то своих нужд. Например, для застройки, например, для чего-либо. Есть, конечно, определенное количество сумасшедших, которые поджигают чисто по причине, что-то у них в голове стукнуло. Была история несколько лет назад с одним пожарным, с одним человеком, который не приняли в пожарное. У него на этой почве сдвинулось немножко в мозгах, и он начал поджигать и вызывать тут людей, потом принимать участие в пожарах. Это была история достаточно известная, но вот такая вот реальная ситуация. Это что-то из древнегреческой мифологии вообще, это Герострат какой-то наших дней. Да, Геростратова слава здесь. Дело в том, что Герострат сжег и рассказал всем об этом, а этот не говорил, и вы поймали его случайно. Спасибо большое, Павел. Спасибо, что согласились ответить на наши вопросы. Всего доброго. Всего доброго. На передовой борьбы со стихией всегда находятся храбрые, самоотверженные люди. Чтобы тушить лесные возгорания в сложнейших условиях, нужна не только хорошая физическая форма, но и крепость духа. И пусть кто-то говорит, что это занятие только для мужчин, наша соотечественница, ставшая первой женщиной-пожарной на Кипре, доказывает обратное. С нами на связи Юлия Мирошникова. Добрый день. Юля, расскажите, пожалуйста, свою историю. Как вы оказались на Кипре и почему решили выбрать такую непростую профессию? На Кипре я оказалась 8 лет назад. Мне кажется, каждый у нас в душе немножечко спасатель при рождении. Просто я оказалась в нужном месте, в нужное время. Вы сказали, что я первая женщина-пожарная на Кипре. Это не совсем так.
У нас есть девушки, женщины в отряде. Более того, я служу в службе спасения. Мы покрываем гораздо больший спектр ответственности, чем пожары. У нас и спасение и на воде, и на суше. Ну, конечно, в летнее время это 90% нашей загрузки — это пожары. Мгм. То есть, получается, на Кипре есть пожарные женщины, и, ну, то есть такого нет, что пожарный может быть только мужчина, и какие-то там стереотипы и так далее. Вот, этого нет у вас, да? Нет. Ни разу не сталкивалась. Более того, у нас девушки служат именно и в пожарной бригаде, и в спасательных отрядах, и наравне с мужчинами. И единственное, с чем мы сталкиваемся, это с поражением. То есть дискриминации по половому признаку у нас нет даже близко. Мгм, спасибо. А можете подробнее рассказать о вашей работе? Вот совсем недавно на Кипре горели леса. Как вы их тушили и какие главные правила существуют для тушения пожаров в гористой местности? Ой, самое страшное, что происходит при пожарах в гористой местности, это очень быстрая передача огня на большие расстояния. Тушим мы их в основном с воздуха, то есть это вертолеты и пожарные самолеты, а также пытаемся отрезать распространение огня от больших лесных массивов. Вот. Это, наверное, самое сложное, потому что обычно большие лесные пожары, они затягиваются у нас больше, чем на сутки, и в ночное время помощь с воздуха прийти не может. Вот. Поэтому тушим как можно с земли, привлекаем волонтеров по возможности, привлекаем технику и зарубежную. В общем, стараемся как можем. Мгм. А приходилось ли вам спасать во время работы людей или животных? Вот как это происходит? Может быть, какая-то история у вас есть? Поделитесь. Приходится, да, потому что также в зоне нашей ответственности это эвакуация мирных жителей. И это, может быть, прозвучит странно, но довольно большой процент людей не хотят эвакуироваться ни в какое. То есть до последнего считают, что вот эта вот опасность, вот это вот огонь через дорожку, это не про них, и сгорит все, кроме их собственного дома. Вот это, конечно, сложно. А из истории спасения, не совсем, наверное, спасения, на последнем пожаре встретили горящие уже деревушки пожилого мужчину. Идет веселой походкой, мы его останавливаем, говорим, может быть, помочь довести вас до ближайшего населенного пункта, где-то где безопасно. А он идет, смеется, он пришел из соседней деревни, которая уже сгорела. Говорит, у меня все сгорело, дом сгорел, ферма моя сгорела. Что он говорит, я уже и дальше сам дойду. Ничего себе. Слушайте, а что вообще должен делать человек, если он оказался рядом с природным пожаром? Вот как спасти себя и помочь в борьбе с огнем? Самое главное не геройствовать и, скажем так, не проявлять инициативу, как бы странно это ни звучало, потому что самое, наверное, опасное — это когда обычные люди пытаются пробраться как можно ближе к очагу возгорания, и многие в каких-то меркантильных целях делать селфи на фоне пожара. Кто-то хочет искренне помочь, но знаний и навыков не хватает в борьбе с огнем. Вот. И, к сожалению, может сложиться такая ситуация, что спасать придется и, так сказать, волонтеров. Поэтому, если где-то рядом с вами загорелся пожар, то мой совет — это, конечно, эвакуировать самих себя как можно быстрее. Слушать представителей пожарной службы, спасателей. Ну, Вот. А также, если вдруг вы очень сильно хочется помочь на пожаре, то существуют координационные центры, в которые можно записаться волонтером, и вас уже направят в очагу,
дадут всю необходимую экипировку. И, по крайней мере, вы будете под присмотром. Ну, то есть предоставить работать профессионалам и помогать им, ну, ни в коем случае не мешать. К сожалению, это большая проблема в то время. А вот проводят ли на Кипре разъяснительные работы с населением? Как не допустить возникновения лесных пожаров? С детьми в школах проводят. Даже наша организация выезжает периодически, показываем, как работает наша техника, при каких ситуациях она применяется. По телевидению, конечно же, у нас постоянно ролики с пожарами, призывают обращаться в службу при малейшем уведомлении. Но мне кажется, в таких странах, как Кипр, которые подвержены лесным пожарам, с детства прививается не играть с огнем. Но, к сожалению, не всегда это срабатывает. Спасибо вам большое, Юлия. Удачи в вашей нелегкой службе. Всего доброго. Спасибо. До свидания. До свидания. Еще одна девушка, которая посвятила себя борьбе с лесными пожарами и охране лесов, не менее храбрая и самоотверженная, живет в Америке, на Аляске. Узнаем, как обстоят дела с пожарами в самом северном штате Америки, похожем на нашу Якутию по многим параметрам. С нами на связи Рут Чёрч из Аляски. Hello, Ruth. Здравствуйте, Рут. Расскажите нам, пожалуйста, о своей работе. С чем конкретно связана ваша деятельность? Hello, good morning, greetings from Alaska. It's a special... Доброе утро, всем привет с Аляски. Для меня большая честь отвечать на ваши вопросы. Я живу на северо-востоке города Фэрбэнкс, я старший пожарный и по совместительству санитар. Наше подразделение располагает несколькими пожарными машинами, автоцистернами с водой и парой машин скорой помощи. И я чувствую себя немного в привилегированном положении, так как могу ответить на ваши вопросы. Интересно, как на Аляске защищаются от природных пожаров? Часто ли они случаются в вашем регионе? Yeah, so our fire situation up here is really dependent year by year. You really have to... Знаете, на самом деле ситуация с лесными пожарами на Аляске очень переменчива. Чтобы выявить динамику лесных пожаров в наших местах, стоит обратиться к статистике за последние 100 лет, так как 5- или 10-летнее наблюдение над пожарами вряд ли позволит выявить некоторую закономерность. Например, в прошлом году практически не наблюдалось пожаров, однако этот год у пожарных работы много. Все дело в сухой погоде. На данный момент я не занимаюсь тушением именно крупных лесных пожаров, однако небольшие локальные пожары по-прежнему моя работа. В общем, каким будет год с точки зрения лесных пожаров, зависит напрямую от погоды. На Аляске у нас есть множество волонтеров, которые осуществляют защиту леса. Они очень помогают, когда ситуация становится действительно критической, когда пламя вплотную подходит к жилым кварталам. Тогда волонтеры организуют так называемую зачистку леса. Для этого они используют как тяжелую технику, так и обычные бензопилы. Они вырубают лес, выкорчевывают пни и убирают валежник в радиусе 30-50 метров от начала застройки. Такой подход используется только если действительно под угрозой жилища людей и необходимо создать несгорающую полосу вокруг них. And make, several hundred feet to a mile by 100 feet deep paths, so that if a fire were to be coming towards a town or a populated area, we would be able to set up in that fire break area and be able to hopefully stop the fire from having to get to those populated areas. In Alaska, we have a website and a program that's called Firewatch. На Аляске действует программа и существует сайт под названием «Мудрость огня». Это государственная программа, которая направлена на то, чтобы обучить население основам пожарной безопасности. Там учат, как обустроить свое жилище, чтобы обезопасить себя, в том числе и от лесных пожаров.
К тому же данная программа наглядно показывает, какие меры предосторожности стоит предпринять, если вы решили сжигать мусор в бачке или разжечь огонь в лесу. Rule of thumb that we have, having a really strong basis of fire service protection is a minimum of 30 feet. I'm not sure what that. Правило, которое необходимо точно и строго соблюдать, это держать свое жилище на расстоянии не менее 10 метров от потенциальных источников пожарной опасности. Лучше, конечно, если расстояние от потенциальных пожарных угроз будет не менее 30 метров. Huge Forest Service firefighting program, I would say, 100 feet around your house would be a good thing. And if you can figure out a way to have a water source. Еще очень важно всегда иметь рядом источник воды, который можно было бы в случае чего использовать для тушения. Большое спасибо за ответы на наши вопросы. Всего вам доброго. Тревожные сообщения о лесных пожарах приходят из разных частей света. Но это далеко не единственные природные катаклизмы, с которыми сталкивается человек. Так, некоторое время назад всю Европу потрясли кадры наводнений во Франции, Германии, Бельгии и Нидерландах. Сильнее всего пострадали южные регионы Германии, многие города были затоплены. Около 200 человек погибло. Наводнения этим летом также ударили и по Китаю. Масштабы бедствия только предстоит оценить. И еще одна страна, которая живет почти как на вулкане, это Япония. Там привыкли к многочисленным природным катаклизмам. Частые землетрясения, оползни, наводнения и даже смертоносные цунами – все это часть повседневной жизни японцев. Как же совладать с природой, найти баланс и не бояться землетрясений, узнаем у журналиста, нашей соотечественницы, давно живущей в Японии. Из Олимпийского Токио с нами на связи Юлия Губина. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, с какими природными катаклизмами вы сталкиваетесь в Японии и сколько их произошло за последний год? Природные катаклизмы у нас в Японии происходят постоянно. Тайфуны, землетрясения, извержения вулканов, наводнения, цунами, иногда случаются сильные оползни. Буквально пару дней назад на Токио надвигался сильный тропический шторм Непартак, из-за которого даже пришлось перенести несколько олимпийских соревнований. А месяц назад в префектуре Сидзуока, это несколько сотен километров от Токио, произошел очень сильный оползень. Выпало очень много осадков, большое количество осадков, и произошел оползень. К сожалению, погибло 10 человек, и 130 домов сравнялось с землей. Прошел месяц, и сейчас до сих пор разбирают завалы. Если говорить о еще каких-то крупных катаклизмах в этом году, то у нас произошло крупное землетрясение в начале февраля. Тогда Токио трясло с амплитудой 7 баллов по японской шкале, а эпицентр находился в Тихом океане недалеко от многострадальной префектуры Фукусима. В самой Фукусиме и соседней префектуре Мияги тогда без электричества осталось примерно 1 миллион домов. У нас в Токио все было не так страшно. Попадали книжки, я держала холодильник с микроволновкой для того, чтобы ничего не упало. Но после нескольких сильных толчков землетрясение закончилось. По большому счету, к землетрясениям мы привыкли. А как вы думаете, с чем связано такое количество землетрясений в Японии? И вообще, насколько японцы к такому уже привыкли? Хороший вопрос. Землетрясения в Японии происходят, потому что японский архипелаг находится на стыке 3 тектонических плит. И из-за того, что эти плиты смещаются или сталкиваются, и происходит землетрясение. Ученые говорят, что архипелаг трясет практически каждый день и, наверное, даже каждый час. Не вспомню сейчас точные цифры, но по сути ученые говорят, что нас трясет постоянно. Дело в том, что мы, люди, не ощущаем этих толчков. И действительно чувствуем, что происходит землетрясение только тогда, когда амплитуда достигает определенной величины. Я, например, землетрясение где-то в 3 балла абсолютно перестала чувствовать, а около 4 уже трясет ощутимо. Здравствуйте.
Если ты находишься в дороге, едешь на велосипеде, то мелкие толчки также не ощущаются. Конечно, японцы к этому привыкли. И я живу в Японии уже 10 лет, я тоже очень привыкла к тому, что постоянно что-то происходит. Японцы очень здорово умеют придумать себе правила и следовать им неукоснительно. То же самое касается чрезвычайных происшествий, стихийных бедствий, природных катаклизмов. Когда происходит какое-то стихийное бедствие, ты уже знаешь, что делать. По телевизору сразу же объявляют всю новую информацию, обновляются мгновенно информационные сфотки в интернете, на Твиттере. Плюс, если это землетрясение, то сразу же приходит оповещение, громкий сигнал на телефон, что через несколько секунд случится землетрясение. Будьте внимательны и осторожны. Если толчки происходят очень сильные, мы знаем, что нужно забраться под стол, например, да, если ты находишься на рабочем месте, то надеть на себя каску. После того, как толчки закончились, нужно двигаться к эвакуационному выходу. У меня дома, например, в специально собранной сумке лежат все документы, готов набор, такой сухпайок, да, то есть если что-то случилось, если вдруг в доме нет света, если в доме перекрыта вода, всегда наготове свечи, фонарик, вода, некая сухая еда, да, которая поможет продержаться до того момента, как пройдет ночь, либо придет помощь. Спасибо. А какие методы предотвращения катастроф существуют в Японии? Дело в том, что катастрофы, с которыми постоянно сталкивается Япония, не те, которые можно предотвратить. Поэтому японцы максимально готовы к тому, чтобы встретить эту катастрофу и пройти ее безболезненно. Японцы очень здорово научились справляться с последствиями стихий. Что касается подготовки, несомненно, самая главная часть – это создание работающей инфраструктуры, где все работает по часам, каждый знает свое место и знает способы, каким образом можно справляться с последствиями стихийных бедствий. Также в стране работают разного рода оповещения, мгновенно в прямой эфир в новости начинают транслировать обновляющуюся информацию о том, что происходит. Плюс ко всему приходит информация на сотовые телефоны, мгновенно обновляется Твиттер, мгновенно обновляются другие средства связи, и таким образом все оказываются информированы, и если существуют какие-то рекомендации правительства, кому, в каком регионе, как поступать, то у всего населения есть доступ к этой информации. Также постоянно готовы спасательные службы, и всегда очень здорово наблюдать за тем, что как только что-то произошло, спасательные службы уже отправляются на место происшествия. Здесь никогда не нужно долго ждать ни пожарную машину, ни машину скорой помощи. Мгновенно все работает по часам. Готовность и информированность самого населения, конечно же, самая основная штука в борьбе с последствиями стихийных бедствий. Так, начиная с самого детского сада, в школах, в университетах, на работах, достаточно регулярно проводятся учения о том, как себя вести и где находится запасной выход, что нужно делать, когда происходит когда есть какая-то опасность. Так, когда я училась здесь, у нас где-то раз в полгода в учебном заведении происходили учебные тревоги. Звучала сирена, звучала тревога, после этого наши преподаватели поднимали нас, строили в классе, и мы организованно покидали здание. Мы всегда, когда ты живешь в Японии, ты всегда знаешь, где находится эвакуационная территория. В парках, под общественными парками часто находятся
запасы воды и еды. Обязательно, когда ты живешь в каком-то районе, обязательно в мэрии тебе выдают специальную книжку, в которой написано, где находятся эвакуационные центры, куда нужно бежать. Чаще всего эвакуационные центры, кстати, находятся в школах, в университетах. Плюс всегда тренируют, что если вдруг происходит сильное землетрясение, то если ты не можешь выбраться из здания, то нужно надеть на себя каску, если есть каска, да, и спрятаться под стол. Если же рядом находится парк, вокруг которого нет высоких зданий, то нужно бежать туда. Таким образом, даже если что-то будет рушиться, то на открытой территории, в парке, ты будешь в безопасности. У нас в офисе, например, тренировки по вот таким чрезвычайным происшествиям происходят примерно раз в год. У меня под рабочим столом расположена специальная сумка на вот такой случай и шлем. На шлеме специальная наклейка, на ней написано мое имя, фамилия и группа крови. По сути, если вдруг здание разрушилось и спасатели нас откапывают, то мне смогут быстро оказать первую медицинскую помощь, потому что буду знать группу крови. Если же случится самое страшное, меня как минимум смогут опознать по этому шлему. В специальном пакете для чрезвычайных ситуаций есть целый набор. Там находится вода, консервы, фонарик, одеяло, сухие крекеры, батарейки, для того, чтобы радио, для того, чтобы можно было продержаться, если вдруг ты где-то застрял и нужно дождаться спасателей. Такие специальные наборы для чрезвычайных ситуаций продаются в супермаркетах, и не только на рабочем месте, но и дома. Практически у всего населения Японии есть вот такие специальные чрезвычайные наборы. Также нас всех всегда учат держать документы в одном месте и желательно в непромокаемом пакете, для того, чтобы, если что-то случилось, можно было схватить все самое необходимое и выбежать за дверь в зону эвакуации. Что касается моего личного опыта, я была в Японии тогда, когда в 2011 году, в марте 2011 года произошло сильнейшее землетрясение, которое потом повлекло за собой цунами и катастрофу на ядерной АЭС. Честно говоря, для меня это самая большая природная катастрофа, опыт которой случился в моей жизни, и навряд ли я его когда-нибудь забуду. Стоит, конечно, отметить, что японцы действовали абсолютно беспрецедентно. Все, конечно же, когда начались толчки, все сразу же понадевали шлемы и бросились под столы в офисных зданиях. Я на тот момент как раз вышла за покупками, и у меня был перерыв в занятиях, я вышла за покупками. Я была на улице, начала очень сильно трясти, и я, конечно, очень хорошо помню этот момент, когда передо мной шатается столб, шатается небо, шатается земля, и я помню, как я соображала, что если столб сейчас начнет падать, куда мне прыгать, вправо или влево. Но, тем не менее, когда первые сильные толчки успокоились, я побежала домой, сразу же схватила свои документы и побежала в парк, потому что нас так учили, нас так тренировали. Если возвращаться туда к тем событиям, то то, что происходило в Токио, очень сложно представить в любой другой стране. Несмотря на то, что все поезда встали и все автомобили застряли в глубокой пробке до самой-самой глубокой ночи, люди безропотно шли пешком до дома из офисов. Кто-то оставался ночевать у себя на работе, мгновенно открылись пункты поддержки, летали вертолеты, в новостях постоянно информировали о том, что происходит. Когда объявили о том, что есть опасность цунами в пострадавших регионах, начали звучать сирены, и, конечно, те, кто успел, те поднялись на крыши и на высокие места для того, чтобы избежать волны. Хотя на тот момент
землетрясение было настолько сильным, что цунами, которое пришло, оказалось абсолютно разрушительным, и 1,5 префектуры было практически снесено с лица земли. В тот год весь мир наблюдал за тем, насколько беспрецедентно японцы следуют протоколам того, как нужно действовать, да? Расчищение завалов и залитых цунами территорий начались буквально на следующий же день. Спасение пострадавших. Спасибо, Юлия. Всего доброго. Пример Японии – это доказательство того, что человек может выжить и развиваться даже в очень сложных условиях, что, развивая технологии и вкладываясь в науку, возможно существовать со стихией и даже приручить ее. За последние полвека число природных катастроф возросло в 5 раз, а материальный ущерб от них вырос 10-кратно. По мнению многих экспертов, причинами этому стали стремительный рост численности населения планеты и изменение климата. Борьба со стихийными бедствиями является важным элементом устойчивого развития каждой страны. И пускай человек не в состоянии приостановить или изменить ход эволюции планеты, но он может грамотно предсказывать и предотвращать подобные явления. Для этого необходимо использовать самые современные технологии, налаживать международное сотрудничество. С вами была программа «Якутия Лайф. Эксперты о главном» и я, ее ведущая Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.